На протяжении 30 лет медицинский центр помогает людям из всей республики с лечением различных болезней. Благодаря слаженной работе руководства и коллектива, сегодня организация только развивается и идет в ногу со временем. Сейчас мы достигли по прикладной медицине основных результатов. Мы оперируем на международном уровне. В стенах нашего центра выполняются трансплантации. Мы выполнили успешную пересадку сердца. Более того, 10 ноября состоялось уникальное и эпохальное событие для республики. Впервые в истории здравоохранения Якутии выполнили эмболизацию миомы матки через артериальный доступ. Это стало возможно благодаря вводу кардиососудистого центра с мощным техническим оснащением, а именно с помощью ангиографической установки. Образование удаляли через маленький прокол в артерии, то есть без разрезов и шрамов. Эмболизация маточных артерий для женского здоровья – это отличный способ сохранить матку там, где раньше шансов не было. Таким образом, у вас в республике удастся сохранить женское здоровье огромному количеству женщин современным, малотравматичным, очень щадящим способом. Якутские хирурги обучены и готовы работать с современной методикой лечения. Операции уже внедряются в повседневную жизнь. Официальная торжественная часть празднования юбилея состоялась в культурном центре «Сергеляхские огни». В рамках мероприятия лучшим врачам вручили высокие награды, в том числе и Евгении Копыриной. Очень приятно, конечно, получать награду. Дело в том, что я с открытия работаю. С открытия работаю, вроде внесла немалый вклад в развитие нефрологии и гемодиализа. Разработала 2 программы развития нефрологии и диализа. И тоже активно участвовала в открытии перитониального диализа в нашей республике. В становлении Национального медицинского центра как ведущего учреждения здравоохранения не только в республике и на Дальнем Востоке, но и во всей стране большую роль сыграл первый президент Якутии Михаил Ефимович Николаев. Ко мне поступает очень много предложений, в том числе от медицинской общественности республики, о целесообразности присвоения имени Михаила Ефимовича Николаева нашему Национальному центру медицины. Всецело признавая фундаментальный вклад первого президента в развитие медцентра и всего здравоохранения республики, я поддерживаю эту инициативу. За 30 лет работы центра сделано многое. Со строительством и открытием учреждения в 1992 году республика получила большой рывок в развитии и использовании высокотехнологичной медицины. Светлана Амосова, Илья Сыромятников, Семен Афанасьев, Якутск.